А в бывшем корпусе КГПИ во время ремонта рабочие случайно смыли слой побелки и обнаружили под ней фрески из советского прошлого. На них отчетливо видна целая группа образов, среди которых выделяются молодые люди, военные гимнастерки и моряки. Авторство найденных изображений, а также когда и кем они были нанесены, и уж тем более чья рука поднялась закрасить такие творения, неизвестны. В руководстве СГУ, которое сейчас распоряжается корпусом напротив Театральной площади, задумались, что делать дальше. По концепции творений неизвестных художников здесь быть не должно, а стало быть, их снова закрасят. Правда, если подтвердится какая-то историческая ценность советских фресок, возможно, это их спасет. Ну, например, если это окажется, что есть художественная ценность, написана какими-то определенными видами художественных работ, что-то используется такое, что является уникальным, безусловно, мы применим действия по реставрации этой картины, восстановлению ее в том виде, и, естественно, дизайн-проект нашей новой стелы будет изменен. Если же, например, определиться, что есть историческая ценность, то есть то изображение, которое есть на этой картине, как-то связано с историей развития Коми-пединститута, а я почему об этом говорю, потому что у нас есть такие подозрения, безусловно, картина будет восстановлена не полностью, а так только, чтобы она была снята, чтобы мы могли сфотографировать, снять на видеокамеру, чтобы был видеосюжет, с тем, чтобы мы могли ее представлять нашим посетителям музейного комплекса. То есть в зависимости от того, какая ценность, будет принято решение, что предпринять нам с этим изображением. Напомним, согласно летописи, когда-то первого вуза республики второй корпус КГПИ был возведен в 1966 году. Если молчащие фигуры как-то сопоставлять с патриотическим содержанием, происходит совпадение с таким вот фактом. Впервые День Победы как праздник в СССР стали отмечать именно с 1965 года. При Сталине и Хрущеве это был обычный рабочий день. Возможно, стена с победителями как раз была в тренде эпохи.